квартир только через год. 18 жителей республики смогли поговорить по телефону с главным полицейским коми Анатолием Жуковским. Общение проходило в рамках прямой линии и заняло в общей сложности 1,5 часа. Вопросы касались самых разных направлений деятельности ведомства, от пенсионного и медицинского обеспечения ветеранов МВД до хода расследования конкретных преступлений. Ответ руководителя ведомства выслушала Наталья Литкевич. Все, соединяюсь с Анатолием Николаевичем, говорите. Любовь Анатольевна, добрый день. Добрый день. Слушаю вас. Дозвониться до главного полицейского было непросто. Телефон не умолкал ни на минуту. Некоторые из тех, кому это удалось, жаловались на плохую работу сотрудников. Например, жительница одного из ухтинских поселков Светлана своего участкового не видела уже 4 года. Давайте так, Светлана Николаевна, я к вам пришлю на этой же неделе, вот буквально, руководитель службы участковых инспекторов, который руководит вот по всей республике участковыми. Вот лично с вами он встретится. Значит, в течение недели, вот и до конца этой недели. Да, значит, найдет этого участкового, который обслуживает ваш поселок, значит, так. Разберется в ситуации, мне доложит, если там действительно положение, как вы говорите, значит, я уволю его с работы, этого участкового. И назначим другого вам. Но в любом случае разберусь, значит, самым серьезным образом разберусь. Разобраться самым строгим образом министр пообещал и жительнице другого района, тоже недовольной работой участкового. Он хочет реагирует, хочет не реагирует. А в этом году он решил заготавливать дрова на продажу. Как он может какие-то вызова обслуживать, если его даже в селе нет, он в лесу? Интинские охотники возмущались нововведениями в законе об оружии и необходимостью сдачи экзаменов в Сыктывкаре. Анатолий Жуковский их успокоил – ехать не нужно. А вот пайщица небезызвестного потребительского общества 11-й регион из Ухты, которая была недовольна арестом руководителей этой финансовой пирамиды, главный полицейский коми ничего утешительного сказать не мог. Закон есть закон. Однако были и приятные моменты. Кто-то интересовался возможностью работы в полиции, а кто-то и благодарил за службу. Добрый день. Рад вас слышать. Это искренне. Значит, Анатолий Николаевич, я хотел вас вначале поблагодарить. Мы где-то с вами вот общались, когда последний раз, если вы помните, была проблема у участкового. Да, конечно. Раиль, Малая Пера. Помню. Большое вам, большое огромное спасибо. Такие прямые линии в МВД по коме проводятся регулярно и очень действенны. Они позволяют выслушать мнение людей о работе полиции, понять, где есть проблемные места и нерадивые сотрудники, и в целом скоординировать работу ведомства. Было и предложение из Сосногорска – проводить такие линии с участием губернатора. Министр обещал подумать. Наталья Литкевич, Василий Янин, телеканал «Юрган».